Как прошел тест-драйв нового электромобиля? Почему родителям приходится покупать полный комплект учебников? Кто стал новым вице-мэром Бишкека? Все ответы в блоге «Кстати» прямо сейчас. В начале августа в Кыргызстане разработали первый национальный автомобиль под названием Кэмин-Имбл. Он представляет собой электрический грузовик компактных размеров, построенный на деталях АвтоВАЗа. Согласно информации на официальном сайте, модель является переднеприводной. В кабине есть место для 2 человек. Этот грузовик, причем электрический. Модель появится в продаже только в 2022 году. Цена грузовика достаточно конкурентная – 600 тысяч сомов. В эту сумму входит гарантия на 2 года. Менеджер компании Сергей Ржевин при тест-драйве отметил, что в ближайшее время многие начнут приобретать электромобили в Бишкеке, потому как люди понимают, что экология в стране загрязнилась, а цены на бензин выросли. Дела, поставил газ и все, машина расцвела, не нужен мне бензин, больше боками. И счастлива жена, и теща, и мала, с бензином вся семья у нас плакала. Ну и, конечно, нельзя не отметить о преимуществах электромобилей. В бензиновом автомобиле масло надо менять, а здесь жидкость идет только на тормозную систему и на омывание лобового стекла. В целом все просто, здесь нечему ломаться. Родители учащихся школы-гимназии номер 1 Сокулукского района обратились в одно из информационных агентств с жалобой. Они сообщили, что им каждый год приходится покупать учебники для своих детей. А что ваш сын так плохо учится? Вы что, дома вообще не занимаетесь, что ли? Тот же самый вопрос к вам. Вы школа, нет? Один из родителей отметил, что его ребенок учится в начальной школе, и с 1 класса они покупают учебники. Несколько комплектов уже накопилось. Такая ситуация во всех школах. Раньше проводили ярмарки, чтобы продать уже ненужные книги, а сейчас и этого нет. Демократтар елде мамлекетті ушул акыбалга жеткирген табышыл демократтар. Специалист отдела образования Сокулукского района Махабат Абдраимова сообщила редакции, что обсудила данный вопрос с директором школы. Директор, по ее словам, сообщил, что обеспеченность учебниками для классов с кыргызским языком обучения очень хорошая. Для классов с русским языком обучения порядка 50%. Мало учебников для 7-11 классов. В начальных классах проблем нет. В новом учебном году от школьников в Кыргызстане не будут требовать ношения масок. По словам ведущего специалиста управления дошкольного, школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Айнура Хусейновой, раньше маска была обязательна, а теперь при большем количестве детей находиться в ней длительное время будет тяжело. Если учителя вакцинированы, а дети являются только носителями заболевания, то, возможно, угрозы не будет. Ты что, с ума сошел? Напомним, что учеба в школах и вузах Кыргызстана начнется 15 сентября в традиционном режиме. Вице-мэр Бишкека Азамат Сагындыкулу освобожден от занимаемой должности, сообщила пресс-служба муниципалитета. Соответствующее распоряжение подписал мэр Айбек Джунушалиев. Наш мэр молодец! Наш мэр! Напомним, согласно решению суда, он как минимум до 27 сентября будет находиться в СИЗО ГКНБ. Распоряжение о назначении 2 вице-мэров столицы подписал сегодня 3 сентября. Мирланбек Байгончоков будет курировать вопросы экономики и финансов, а Азамат Узаков займется земельными вопросами, градостроительством и архитектурой. Мы уже не те чиновники, что были раньше. Мы за людей. На сегодня у меня все. Не забывайте оставлять свои мнения в комментариях. Это будет, как всегда, кстати. Всем хороших новостей.